когда мы пришли, занимаясь с ним Елена Викторовна, начали не разучивать песенки, я говорю, он не выйдет, он не будет петь, когда вот людей много. Она говорит, ничего. Она пригласит одного человечка из детей, кого-нибудь, потом на второй день двоих, и вот так по чуть-чуть. У меня ребенок, можно сказать, вышел на сцену, ему уже только дай микрофон, он уже летит и давай музыку включай, будем петь. Раньше мы никуда вывести его не могли, потому что он начинал кричать, орать, и сразу мы уходили. Он не шел на контакт, ничего. А сейчас мы стараемся и в театр с ним ходить, чтобы вот он уже слушал и музыку, и все. И в кукольные вводим его. Короче, стараемся в общество его, чтобы вот он был среди людей. Сармат у нас играется на мячике. Он очень любит мячик. Это у нас еще как стимулирующий материал, стимулирующий материал к выполнению других занятий. То есть, если мы что-то выполнили, мы обязательно играемся на мячике и потом дальше идем заниматься. Все. Я к этому чуду никак не могу привыкнуть, и любые чудеса должен делать кто-то, не чьими-то руками делаются. И это чудо, конечно, было возможно, потому что одному хорошему человеку это когда-то пришло в голову, он себе поставил такую цель, может быть, мечту когда-то, которая превратилась в цель и вот стала такой реальностью.